Ожершимыз хатырску аюзша сунба абас инаркбан хайбан базац ярбан тагла заашо яхпархага хазги витрует аха усак зерге хайбабет хайскот зашукс имариамист их поехали по я опитываем проблему экономический блок яд хало яха хала согод нас под цела каштах чезнеги хайзаб эгерта сара поге харла согод. Добрый день, уважаемые коллеги. Немножко, возможно, мы запоздали, но подводим итоги прошедшего года. Сегодня будет отчитываться экономический блок. Послушаем с тем, чтобы иметь суждения о тех вопросах, которые удалось решить, о тех проблемах, которые не решены, и для того, чтобы найти пути выхода для решения назначенных проблем. Слово предоставляется председателю Пенсионного фонда Гуларе Денису. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию отчет о проделанной работе Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2021 год. Начну с доходов бюджета фонда. Структура доходов бюджета фонда. В 2021 году было утверждено 1 миллиард 253 миллиона, исполнено 1 миллиард 211 миллионов рублей. Межбюджетный трансфер из республиканского бюджета запланирован был 170 миллионов, поступили все 170. Фондом проводятся также меры по мобилизации, естественно, просроченной задолженности. В 2021 году по инкассовым поручениям было взыскано более 19 с лишним миллионов рублей. По сравнению с 2020 годом доходы фонда по поступлениям страховых взносов увеличились на 211 миллионов рублей. Расходная часть бюджета фонда. Исполнение расходов бюджета фонда за 2021 год составил 1 миллиард 215 миллионов рублей или 95,3% утвержденным показателям. Структура расходов фонда по разделу общегосударственные вопросы 15 миллионов 487 тысяч рублей. На социальную политику в общей сложности было направлено, как я уже говорил, 1 миллиард 200 миллионов рублей. Только на выплату пенсий и пособий было направлено 989 миллионов рублей, 98,5% исполнения. Также на доплаты, которые мы выплачиваем, было направлено 208 миллионов рублей, 82,5%. Пособие на погребение 3 с лишним миллиона было направлено. Остаток переходящей суммы с 2021 на 2022 год 17 миллионов 118 тысяч рублей. Общее количество получателей на январь месяц 2022 года 48 721 человек. Это по 39 категориям. В январе 2021 году, для сравнения, было 47 419 человек. Получатели ежемесячных доплат. На 1 января 2022 года 10 348 человек по 10 категориям. В январе 2021 года было 8 794 человека. Остаток непрофинансированных пенсий, которые перешедшие с 2020 года на 2021 год, в тот период составлял 94 миллиона рублей. А если сравнивать суммы, которые перешли в 2022 год, то это 47 миллионов рублей по всей республике. Все военные категории в прошлом году были профинансированы в декабре, в том числе и Творчалский район. В 2021 году было начислено вообще по всем видам пенсий и доплат в общей сложности 1 миллиард 155 миллионов рублей. А перечислено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это связано с тем, что суммы, которые 94 миллиона, перешедшие в 2021 год, в
2021 год были профинансированы, естественно, в том же году. Это, если считать, дополнительная нагрузка. Основной причиной разрывов сроков финансирования выплат связано с 2020 годом, с теми мерами, с чрезвычайной ситуацией, с ограничительными мерами по COVID-19. Потери только от юридических организаций в 2020 году составили более 132 миллионов рублей. Это только по одной статье. Так, на выплату всех видов пенсий в 2020 году, если сравнивать 2020 с 2021 годом, было направлено 1 миллиард 8 миллионов рублей в 2020 году, а уже в 2021 году было направлено 1 миллиард 200 миллионов рублей, что на 192 миллиона больше, чем в 2020 году. С июля 2019 года было увеличение размеров выплат некоторым категориям пенсионеров, а с начала 2020 года, с 1 января, было увеличение доплат к пенсиям на 100% по всем категориям, а уже с октября месяца прошлого года, 2021 года, было увеличены доплаты, те же доплаты, но не всем а некоторым категориям получателей пенсии. Наибольшие поступления страховых взносов в Пенсионный фонд Республики Абхазия ежегодно связаны с курортным сезоном. Учитывая данное обстоятельство, надеемся, что в период курортного сезона Пенсионному фонду удастся своими силами наверстать то отставание, которое есть на сегодняшний день. Потребность фонда ежемесячная на сегодняшний день, на январь месяц, более 101 миллиона рублей в месяц. Можно поподробнее, Денис, такой вопрос. По итогам 2021 года у нас остались обязательства невыполненные перед пенсионерами? По итогам 2021 года обязательства остались на общую сумму 47 миллионов рублей, но они были мы уже их полностью погасили в январе прошлого месяца. На сегодняшний день мы погасили полностью, профинансировали за январь месяц 2022 года. Сегодня мы отправили по городу Сухуму, мы начинаем в первоочередном порядке категории, связанные с войной. Самый большой и самая большая сумма по городу Сухуму мы за февраль отправили сегодня. Люди уже получат в понедельник. По определенной позиции не были выполнены плановые показатели по доходной части. Там 80 миллионов вы должны были получить, и получили 50. По поводу задолженности. Общая сумма задолженности на сегодняшний день перед пенсионным фондом по всем районам составляет около 300 миллионов рублей. Это просроченная задолженность? Да, это просроченная задолженность. По большому счету, если разбираться, там есть, конечно, долги, которые вообще даже невозможно, на мой взгляд, взыскать, но есть, которые еще можно взыскать. Если вот этих долгов, грубо говоря, у пенсионного фонда не было бы, и отставание этих на 1 января 2022 года 47 миллионов рублей не было бы. Какие меры вы намерены предпринять для того, чтобы взыскать деньги с тех, с кого это можно, по просроченным задолженностям? Что делается для этого? В прошлом году было взыскано только по инкассовым поручениям 19 миллионов, а в общей сложности кто-то сами погашают. Естественно, мы видим по платежам, что это за прошлое время, и в общем было мобилизовано 56 миллионов рублей. Но если говорить как есть, прямо 172 миллиона рублей, когда мы закладывали в наш бюджет, чтобы, по большому счету, чтобы сбалансировать бюджет, и эти долги мы по последние годы 5 мы же наблюдаем динамику поступления, сколько обычно взыскивается и сколько можно взыскать. И примерно в 50-60 миллионах рублей эта цифра ежегодно варьируется. И мы эти суммы заложили и надеялись, что может из этой суммы поступит еще часть. По поводу долгов, которые у нас, если смотреть, где-то у нас есть решения суда представленные, а где-то представлены графики, допустим, железная дорога. Могу сказать, принесли график, предоставили, помимо текущей задолженности ежемесячно по графику поступает
та сумма, которая указана в гарантийном письме, и таких вот проблем нет. Определенные механизмы воздействия у вас есть, так я понимаю, да? Теперь вопрос, связанный с выплатой российских пенсий. Там же какие-то обязательства возникают с определенного года и заканчиваются, так или нет? Можно об этом поподробнее рассказать? В связи с тем, что в Российской Федерации там приняли новое законодательство пенсионное, то есть идет увеличение возраста пенсионного ежегодно там, на полгода. На сегодняшний день право имеют лица, достигшие там 62,5 лет, мужчины и женщины 57,5. То есть в Республике Абхазия все остается как было, то есть в 60 и в 55. Соответственно, все лица, которые обращаются за назначением абхазской пенсии, у них также возникает право на доплаты к нашим пенсиям. Количество лиц, получающих российскую пенсию, растет или уменьшается? Уменьшается, потому что уже достигли того, что очень мало кто имеет вообще право на назначение российской пенсии. Вот это тоже важно знать присутствующим руководителям для того, чтобы должным образом проинформировать население страны. Потому что огромное количество людей, с учетом всего населения Абхазии, единственным источником дохода имеют вот эти вот российские и абхазские пенсии. Это принципиально важный вопрос, и нам нужно будет этот вопрос поднимать перед руководством России. Вот вам еще один вопрос в повестку дня будущей встречи. Вот мы сейчас формируем повестку дня, данные, будьте добры, откорректируйте, чтобы они были более точные. И мы давайте поставим вопрос перед нашими друзьями, с тем, чтобы получить поддержку. Мы получаем ежегодно, если судить по 2021 году, российской пенсии 3 миллиарда 300 миллионов рублей. И это на самом деле требует большого уважительного отношения к тем людям, которые этим занимаются, кто администрирует. У нас регулярные встречи с представителями Российского пенсионного фонда, с адлерским филиалом. Я бы сказал, они очень внимательно относятся к нашим проблемам, но достаточно придирчиво к документам, которые часто мы готовим и готовят это на местах. И, к великому сожалению, находятся левые печати, левые справки. И это вносит достаточно сложные проблемы в наши отношения. Я бы, пользуясь случаем, и попросил глав администрации, всех министров, руководителей жестко пресекать подобного рода явления, потому что это накладывает отпечаток, после этого происходит приостановление выплат российской пенсии и достаточно серьезные проблемы. Уважаемый президент, коллеги, разрешите представить вашему вниманию краткий отчет о реализованных Государственным таможенным комитетом мерах за 2021 год, а также планируемых к осуществлению в первом-втором квартале 2022 года. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции в Республике Абхазия и последовавших за ней ограничений за счет повышения уровня администрирования таможенных платежей, показатель по их начислению за 2021 год составил 2 миллиарда 732 миллиона рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2020 года на 577,9 миллионов рублей. При плановых показателях по начислению таможенных платежей за 2021 год в размере 2 миллиарда 154,8 миллиона рублей. Выполнение составило 127%. В то же время объем внешней торговли Республики Абхазия за 2021 год составил 35,9 миллиардов рублей, что выше показателей аналогичного периода 2020 года на 9,4 миллиарда. Из них товарооборот по импорту вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 29,9 миллиардов рублей. Товарооборот по экспорту сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 6,1 миллиард рублей.
С целью организации единого подхода к осуществлению оперативно-розыскной деятельности в целях борьбы с контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к ведению таможенных органов, было создано Управление по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями. Управлением за 2021 год в целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства было проведено 413 различных мероприятий. За 2021 год правоохранительным блоком Таможенного комитета выявлено 224 административных правонарушения и 6 таможенных преступлений. За отчетный период правоохранительным подразделением Таможенного комитета изъято из незаконного торгового оборота ювелирные изделия, оборудование по добыче криптовалюты, цветной металл, табачная алкогольная продукция, продовольственная продукция с маркировкой на грузинском языке. Общая сумма всех таможенных платежей, поступивших в государственный бюджет после процедуры таможенного оформления по итогам составленных административных материалов с применением упрощенной формы взыскания за 2021 год составила 1 миллион 92 тысячи рублей. Беслан Владиславович, пожалуйста. Трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Республики Абхазия в 2021 году, в рублевом эквиваленте составил в прошлом году 97,6 миллиардов рублей, что на 36 миллиардов или 57% больше аналогичного показателя прошлого года. Приток денежных средств в Абхазию в прошлом году через банковскую систему составил 51,5 миллиардов рублей. Отток денежных средств из страны 46,1 миллиарда рублей. Таким образом, сальдо движения денежных средств имело положительное значение в размере 5,4 миллиардов рублей, тогда как годом ранее, в 2020 году, это сальдо составляло 2,2 миллиарда рублей. Положительное 2,2 миллиарда в 2020 году и в 2021 году 5,4 миллиарда рублей. Если рассмотреть структуру притока денежных средств через банковскую систему, то основные каналы притока – это первое – на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц, открытых в кредитных организациях Абхазии, 28,9 миллиарда рублей поступило в прошлом году. Операций по российским картам в инфраструктуре национальной платежной системы АПРА 13 миллиардов рублей, 13,6. Значит, поступления в бюджет Республики Абхазия из Российской Федерации в рамках помощи в целях социально-экономического развития Абхазии 5,2 миллиардов рублей и поступление российской пенсии 3,8 миллиардов рублей. Вот основные, значит, потоки денег, которые поступили в Абхазию через банковскую систему. Естественно, рост на 57%, рост притока денег по сравнению с 2020 годом не мог не отразиться и на банковской системе Абхазии. Банковская система представлена Национальным банком и 12 действующими кредитными организациями, 10 коммерческих банков и 2 РНКО. В прошлом году был зарегистрирован новый коммерческий банк. Уставный капитал кредитных организаций составил 534 миллиона рублей и по сравнению с годом ранее, с 2020, увеличился на 75 миллионов рублей за счет открытия нового банка. Валюта баланса также выросла. В прошлом году увеличилась Аврора, новый банк Аврора. Валюта баланса кредитных организаций в прошлом году также увеличилась на 1,9 миллиарда рублей, на 14%, и составила 14,9 миллиарда рублей. Значит, собственных средств в пассиве кредитных организаций стало больше на 49 миллионов рублей и составила 1,1 миллиарда рублей. Значительную долю составляют вклады физических лиц. На 1 января 2022 года сумма вкладов физических лиц составила 2,3 миллиарда рублей, что на 491 миллион больше, чем годом ранее.
При этом на Сбербанк приходится 64% от общего объема вкладов населения. То есть 2,3 миллиарда наши граждане вложили в коммерческие банки в виде вкладов. Естественно, приток денег в банковскую систему позволил увеличить и кредитование. Увеличился кредитный портфель банковской системы. На 1 января 2022 года он составил 4,6 миллиарда рублей, что на 662 миллиона рублей более чем на начало 2021 года. Если рассмотреть структуру кредитного портфеля, то большая часть приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам, 43%. Их величина составила 2 миллиарда рублей. Величина кредитов, предоставленных физическим лицам, составляет на данный момент 1,7 миллиарда рублей, что на 376 миллионов больше, чем в прошлом году. При этом я бы хотел отметить тот факт, что помимо роста кредитного портфеля стабильно увеличивается и улучшается его качество. Если в 2019 году доля кредитов первой категории составляла 37,8%, в 2020 году 46,6%, в 2021 году 51,1%. Улучшение качества кредитного портфеля стало возможным благодаря активной работе по ужесточению требований к обеспечению предоставляемых кредитов, более качественная оценка залога, более строгие требования к поручительству, а также формирование культуры получения кредитов и их обслуживания, и в целом небольшому повышению финансовой грамотности населения. В то же время, несмотря на положительную динамику роста кредитного портфеля и улучшения его качества, остается также все же доля проблемных и безнадежных суд, которая в 2020 году составляла 30%, в 2021 году немного уменьшилась, 27%. При этом нужно отметить, что подавляющая часть этих кредитов предоставлялась под ненадлежащее обеспечение еще с начала 2000-х годов и остается пока еще на балансе коммерческих банков. В целом, год для банковской системы был положительным. Финансовый результат 7 из 10 коммерческих банков оказался положительным. Совокупная прибыль составила 99,3 миллиарда рублей. Совокупный убыток остальных 99 миллионов рублей, извиняюсь, 99. Да. А совокупный убыток остальных трех коммерческих банков составил 64 миллиона рублей. Таким образом, сводный финансовый результат кредитных организаций оказался положительным в размере 34,6 миллионов рублей. Особенно хотелось бы отметить успехи Сберегательного банка Абхазии, главного коммерческого банка Абхазии. Если в 2020 год он все еще находился в тяжелом состоянии, и политика оздоровления давала только результаты, убыток составлял 132 миллиона рублей, то в прошлом году впервые за много лет Сбербанк закрыл год с положительным финансовым результатом в 2,4 миллиона рублей. В прошлом году объем вкладов населения в Сберегательный банк Абхазии увеличился почти на 350 миллионов рублей и итого составил 1,5 миллиарда рублей. Это позволило увеличить кредитный портфель Сбербанка и за счет этого наращивать доходы. В прошлом году Сберегательный банк Абхазии выдал более 5000 кредитов, гражданам Абхазии. В основном это микрокредиты на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Для того, чтобы получить кредит, ставка процентная какая? Ставка процента средняя в Сбербанке сегодня 25,3%, средневзвешенная ставка 25,3%. Ставки очень высокие. Что можно сделать для того, чтобы ставки были другими? Тут есть два подхода. Ставка процента – это рыночный механизм. К сожалению, искусственно на нее повлиять нельзя в том плане, что ставка процента отражает равновесие спроса и предложения на денежном рынке. Это и в теории, и в практике тоже так.
Единственное, что может делать государство, когда директивно отходя от, значит, рыночной ставки процента, вводит какие-то спецпрограммы, которые ориентированы только на определенную категорию людей. Если, например, сегодня искусственно, зная, что у нас ставка процента выше 20, там коммерческий банк искусственно опустит ставку, это приведет к тому, что вклады перестанут появляться в банках, то есть люди перестанут приносить деньги. Ресурсная база очень сильно оскуднеет, кредитный потенциал уменьшится. Объемы кредитов, которые банк сможет предоставить, резко уменьшатся, а желающих получить кредиты по низким ставкам станет еще больше. И встанет вопрос перед банком, кому из огромного количества людей банк должен выдать кредит по низким ставкам. То есть это сегодня можно сделать только если осознанно отсечь от дешевых кредитов всех желающих, а сформировать программы целевые, там, на поддержку какого-то проекта или социальные какие-то программы запустить. А вот как среднюю ставку для всех, к сожалению, не получится сделать, потому что по мере снижения ставки рост спроса на кредиты значительно вырастает. 25%, 20%. Эти кредиты не могут работать на развитие экономики. И аргумент о том, что приоритет сохранить банковскую систему в ущерб интересу населения, для меня как бы сомнительная история. Люди хотят иметь дешевые деньги. Только дешевые деньги могут обеспечить рост экономики. Иначе сложно. Давайте мы над этим с вами подумаем вместе с правительством, какие механизмы можно будет задействовать. К концу марта подготовьте документ вместе с Минфином, с правительством, что бы мы могли в этом ключе сделать. По результатам работы Министерства по налогам и сборам за 2021 год общий объем налоговых и иных обязательных платежей, поступивших в государственный бюджет, составил 3,4 миллиарда рублей. При плане 2 миллиарда 959 миллионов рублей. Выполнение плана составило 115%. В денежном выражении было собрано в 2021 году на 436 миллионов больше. Если сравнивать фактические показатели с предыдущим периодом, можно говорить о следующих цифрах. В 2021 году собрали на 890 миллионов больше, чем в 2020 году, и на 808 миллионов больше, чем в 2019 году. В целом, если говорить о результатах выполнения в разрезе налогов, картина выглядит следующим образом. Налог на прибыль 101%, подоходный налог 116%, курортный сбор 152%, спецналог 101%, патент 117%, налог на имущество 115%, НДС 125%, акциз 141%. Выполнение плановых показателей по земельному налогу составило 98%. Итоги исполнения доходной части государственного бюджета, консолидированного государственного бюджета, были исполнены на уровне 107,8%. В бюджетную систему Республики Абхазия поступило 11,5 миллиардов рублей при уточненных бюджетных назначениях в 10,7. Превышение показателей бюджетных сложилось на уровне 837 миллионов рублей. Здесь характерно отметить, наверное, самое главное, что способствовало превышению доходов над этими бюджетными назначениями. Все доходы, поступившие сверх уточненных показателей, это доходы собственные доходы бюджета, 837 миллионов рублей. В докладах предыдущих было высказано о особенностях и поступления средств по таможенным платежам, по налоговым доходам. Несомненно, это отразилось в итогах исполнения бюджета. Здесь мы наблюдаем достаточно высокий уровень поступления этих платежей. К примеру, могу сказать, значительный рост
налоговых доходов, таких как налог на добавленную стоимость, который превысил 30%. Вот. Аналогичная ситуация и по таможенным платежам. Вот эти показатели дают возможность говорить о том, что бюджетная система в 2021 году достаточно устойчиво вела себя. Государственный бюджет по расходам в 2021 году исполнен на уровне 92,9%. Очень высокий показатель, очень. Вот это с учетом освоения средств инвестпрограммы, с учетом собственных расходов. Вот, брать результаты исполнения республиканского бюджета, аналогичные показатели на уровне 96% стоят. На поддержку и оказание материальной помощи лицам, попавшим в трудную ситуацию, вот 104 миллиона резервный фонд был использован. Очень масштабный, вот там есть прирост ежегодный. В целом по году за счет всех источников финансирования 259 миллионов рублей было использовано. Получателей помощи 3268 человек стало. Резервный фонд президента активно используется на поддержку мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Только 111 миллионов рублей было направлено в прошлом году на выплату дополнительной заработной платы работникам медучреждений, занятых ковидом. Практически ежемесячная поддержка оказывается и в прошлом году, и сейчас аналогично в объеме 6 миллионов рублей на Гудаутский госпиталь. На завершающей стадии работа по согласованию проекта межправсоглашения по инвестициям. Поступивший на рассмотрение в сентябре 2021 года, проект соглашения прорабатывался с российской стороной при участии администрации президента, Министерства по налогам и сборам, Министерства финансов и Национального банка. Проведено 4 совместных с российской стороной совещания. В завершающей стадии согласования пакет документов по реализации мероприятий, связанного с реконструкцией аэропорта. Пакет документов включает в себя 3 проекта договора и 2 проекта нормативных актов правительства. Определен подрядчик на проведение работ по проектированию, практически согласовано техническое задание. Российской стороне в декабре 2021 года Министерство экономики направило список кандидатов на прохождение обучения в вузах Российской Федерации. Получена позиция Росавиации по данному вопросу. Процесс организации обучения в настоящее время прорабатывается с представительством Россотрудничества. Министерство экономики является координирующим органом по реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию. С учетом переходящего остатка на 1 января 2021 года по 2 инвестпрограммам 2017-2019 и 2020-2022 годы в сумме 507 миллионов рублей, общий лимит средств, подлежащий освоению в 2021 году, составлял 1,7 миллиардов рублей. Лимит финансирования программы 2022 – 1,5 миллиардов с учетом переходящего остатка 2020 года и, соответственно, лимит финансирования мероприятий 17-19 – 209 миллионов рублей. По состоянию на 17 февраля 2022 года по 2 программам освоено 1,3 миллиарда рублей, в том числе 908 миллионов – это по программе 2021 года. Соответственно, есть переходящие остатки в общей сумме 400 миллионов рублей. При этом эти 400 миллионов рублей, соответственно, по 2 программам и 17-19 и 20-22 год. Невысокий уровень, конечно, был обусловлен 2 факторами. Но первое – это то, что, как вы знаете, мы уже это не раз отмечали, сложившаяся практика формирования документов, обеспечивающих заключение договоров, а это значит заключение госэкспертизы и соответствующие решения сопредседателей по результатам государственной экспертизы, определяющие лимиты финансирования, производит определенный, то есть осложняет работу, связанную с тем, что фактически государственные контракты на выполнение работ подписываются фактически уже ближе ко 2-му полугодию. И финансирование, то есть авансы первые, поступают в июне-июле месяце. Соответственно, мы приступаем к реализации программы фактически к середине года. Но, тем не менее, несмотря на такой низкий уровень освоения, мы приступили к мероприятиям программы. Но, как вы знаете, с конца 2020 года произошло значительное удорожание строительных материалов по основным позициям – это металл и битум. Подорожание составило более чем в 2 раза.
В результате, значит, получилась ситуация, при которой УКС не мог принимать работы по заниженной стоимости, потому что образовался разрыв между сметной стоимостью и фактическими расходами подрядчиков. Соответственно, абхазская сторона инициировала предложение о необходимости пересмотра сметной документации. В итоге, по согласованию с российской стороной, мы пошли на повторную экспертизу, то есть пересчет смет и повторную экспертизу. В итоге, к концу ноября 2021 года УКС провел вторую государственную экспертизу не всех, а 25 объектов инвестпрограммы 2021 года. И, соответственно, только тогда УКС начал принимать акты выполненных работ. И фактически за неполные 1,5 месяца, фактически именно по объемам 2021 года было освоено 907 миллионов рублей. Вопросы сельского хозяйства и вопросы проделанной работы по освоению целевой программы, которая была принята в прошлом 2021 году. То есть это, конечно, 100 миллионов рублей, это не является той суммой, которая вкладывалась в сельское хозяйство за последние 10-15 лет. Ежегодно были инвестиции и покрупнее, по 600, по 700 миллионов. Но эти средства были, конечно, из российской помощи, из инвестпрограммы, инвестиций и всех остальных. Дело в том, что, как вы знаете, эти 100 миллионов впервые выделены из средств государственного бюджета, из собственных средств. Если подробно по реализации самой программы, то программа была, конечно, начата в связи с тем, что бюджет, как и в этом году, даже позже был принят в прошлом году в марте месяце, и осенние работы были пропущены. По отраслевым направлениям программы было предусмотрено на развитие растениеводства 25 миллионов, на развитие животноводства 13, рыбной отрасли 1 миллион, 16 миллионов 800 на приобретение средств защиты растений. Это я говорю то, что уже использовано, да, проведено. На создание и развитие производственно-технической базы, это переработка имеется в виду, 39 миллионов на приобретение оборудования по проведению анализа меда, медовой продукции. Это вот актуальная тема наших пчеловодов, и почему мы не могли перевозить в основном нашу продукцию через границу, потому как наши анализы, которые проводятся здесь, не признавались российской стороной и на пограничной зоне, и вот изыскали средства, и мы с помощью наших соотечественников, за наши средства, конечно, 5 миллионов средств мы выделили на приобретение лаборатории. Той лаборатории, которую нам указали Центральная московская лаборатория. То есть эта лаборатория уже будет давать те анализы, которые будут признаваться на границе и на российской территории. То есть уже будет проще провозить мед и жидкие пищевые продукты, и наши инвесторы, или не инвесторы, а участники этих покупателей будут уже без проблем провозить. Поэтому я думаю, что проблемы с реализацией меда практически будут решены. Уважаемые коллеги, чем бы я хотел с вами поделиться. Знаете, какой оказался непростой год, особенно осень. Кристина, все, что у нас написано в программах 22-25, должно быть реализовано. Вот здесь вам раздали 25 шагов. Это программа, в которых есть ряд интересных мероприятий. Мы будем создавать корпорацию развития у нас здесь. Ознакомьтесь, отложите это в себе, пусть это у вас будет. Нам нужно работать эффективно.